Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух, муслимин валь муслимат. Приветствую. Сегодня 19 августа 23 года. Месяц я не видел своих лошадей. GPS-трекер зарядка села, но все равно я их нашел по интуиции, по своей. Интуиция меня правильно привела. Здесь они в прошлом году ходили. На этой поляне. Такая поляна здесь. Между двух речек. Право здесь еще зеленая, алхамдулилля. А там вон они где ходили на горе. В июле. Там уже я посмотрел. Я сперва туда подъехал. Посмотрел, там уже трава пожелтела. И вот они сюда спустились в пойму реки. Слияние двух речек. И вот здесь они. Здесь вот еще две кобылы. В этом месяце две кобылы ожеребилось. Вот это вот эльминия, это когда я уезжал, она ожеребилась месяц назад. А жеребенок кушает. Стоит, кушает траву нормально. А вот она, кобыла. Альтерк, он ее жеребенок. Она в третий раз ожеребилась, у нее девочка. Савраса девочка, ну она крупненькая она. Потому что уже мамаша у нее взрослая. Она даже покрупнее, чем вот этот. Хотя этот, ну, понятно, первенец. Мальчик. А это Альтаир, девочка, Саврасы. Ну, посмотрим, как ее назвать. Придумаем ей кличку потом. А это усердно траву кушает. Ага. Машалла. А там что за трава? Там же этот чертополох. Что ли? Ну-ка, сейчас ближе посмотрим, если что. Если что, ближе посмотрим. Так, это у нас туман стоит. О, у нее же ребенок, смотрите, перелинял, еще вороном стал. А хотя родился он непонятно, он какой-то был темно-саврасом был он. Дружбан, я ему кличку, наверное, дам. Он такой дружелюбный, постоянно подходит. Раньше, по крайней мере, подходил, когда я снимал. Дружбан. Эй, дружбан! Кельманда, дружбан! Он тумал на меня. Машалла, мадаулян хайват. Баракалла. Так, был бы такая. А был Алясват. Был Ишмарда, был Тай тоже. Яшарамнак. Туман. Дружбан. Цветовичья. Ага. Так, Марабе Альтаир. Попозже сфоткаю. Ай, кадкай, машалла, баракалла. Вот такая саврасая девочка. Без отметин. Он двигается. Трава. Еще дождь не прошел. Альхамдулилля. Он у кобыл лошадей спины, видите?
намокшие. Здесь дождь прошел в эту. Так это же чертополох, да. И вот его не его кушать, что ли, жеребенок. Эти липучки. А эти вот липучки. Вы знаете, да, то, что человек придумал липучку, вот которая на одежде, там, на сумках. Вот он, глядя вот на этот чертополох, лопух еще его называют, вот, глядя на него, он придумал, человек. Не придумал, скопировал. Это вот творение Всевышнего Аллаха. Такое чудесное. Оно он прилипает к одежде. И вот кто-то додумался. Придумал липучку. Принцип тот же. Хватит вам легаться, эй. Он же ребенок хромает, только что родившийся. Вот этот вот же ребенок хромает. Легнули его, походу. А что он будет хромать? Мальчик. Легнули вот эти, он легается. Вот у него мамаша. Он хромает. Мамаша двухлетка. Первый раз ожиревалась. Ну нормально она так-то. Хорошо выглядит. Жеребенок полноценный. Но что-то он это, почему он хромает? И у него рана еще, что ли, он спереди, на передней ноге. Ух ты! Что с тобой случилось, а? Ну, то, что у него рана спереди, вот он сам, конечно, будет слизывать там. Там черви не заведутся. А вот то, что он с задней ногой, что у него непонятно. Вот он. Она где-то родилась у нас, не знаю. Но судя по росту, она уже давно. Судя по росту, она давно она. Около месяца, наверное, уже этому же ребенку. Эти кобылки. Вот это больше месяца. Ребенку. Ну, сравните. Их же нельзя сравнить. Ох ты, у него рана. Что с ним сделать, с этим же ребенком? Как быть? Гос-гос. Как дела? Блин, что у тебя с ногой? Сломали, что ли, тебе ногу? Блин, бедолага ты. Как мне, что мне с тобой делать? Забирать тебя, что ли, домой? Как я тебе сейчас... Твою мамашу... Как? Она же дикая, ее отдельно не получится, ее. Ладно. Подумаю сегодня, что. Вечером сегодня подумаю. Завтра решим, что с тобой делать. Мамаша дикая, что у него. Надо будет как-нибудь ее ловить. Машалла варакала. Машалла, машалла. Так, ну все, пока. Такое видео достаточно. Потом еще поснимаю. Тамам.